Бескрылый гусенок. Ительменская сказка. Жил гусь Кисунтельхан. Каждой весной прилетал он со своей стаей в тундру. Гуси опускались возле небольшого озера. Там Кисунтельхан с гусыней строили гнездо. Гусыня выводила птенцов. Так было и на этот раз. Гусыня вывела птенцов, начала их кормить. Все они росли быстро. Только один гусенок медленно, а крылья у него совсем не выросли. Пришла пора учиться летать. Все гусята летают, только один взлететь не может. Кончилось лето, задул холодный ветер. Собираются гуси в дальний путь на теплый юг. Молодые кружат над озерами, пробуют крылья перед дорогой. Только один их братец, бескрылый гусенок, плавает в озере и грустно поглядывает вверх. Гусь Кисунтельхан с гусыней смотрят на сына, не знают, что делать. Мать говорит: давай подождем еще немного. Может быть, вырастут у него крылья. На завтра ветер стал еще холодней. Гуси в стае заговорили: пора улетать. О чем думает наш вождь? Хочет ли он, чтобы мы тут замерзли? Замерзли. Кисунтельхан говорит гусыне: Ждать больше нельзя. Оставим бескрылого сына. Завтра с рассветом улетим. Ранним утром поднялись гуси. Проснулся гусенок, никого нет. Один, совсем один плавает он посреди озера. Горько ему стало, заплакал он и запел. Самый несчастный на свете я. Скрылись за тучей мои друзья. На юг улетели отец и мать. Меня оставили зимовать. Долетели до гусыни эти слова, и она сказала Кисунтельхану: Ты слышишь, как плачет наш сынок? Больно моему сердцу. Давай вернемся. Гусь Кисунтельхан закричал: Гуси, мы летим назад. Стая вернулась к озеру. Увидел гусенок отца и мать, увидел всех братьев и друзей, обрадовался. Отец сказал: Завтра мы улетим. Больше не плачь и не пой так жалобно. Нам всем надо лететь. Ранним утром до света опять поднялись гуси. Проснулся гусенок. Вокруг никого. Один плавает в холодном озере. Не выдержал он, опять заплакал и запел. Один на свете бескрылый я. На юг улетела моя семья. Такой не нужен я никому. Как мне холодно одному. Далеко была стая, но мать услышала эти слова и говорит Кисунтельхану: Плачет наш бедный гусенок. Как ему холодно одному. Я вернусь. Пусть я замерзну вместе с ним. Стая опять вернулась. В тот день падал первый снежок. Гусенок сказал: Зачем из-за меня вернулись? Мне вы не поможете. А с севера наступают холода. Гусь Кисунтельхан сказал: Завтра улетим, иначе все замерзнут. Мать говорит гусенку: Живет в наших краях добрый волшебник, бессмертный ворон Кутх. Есть у него сын Эмем-Кут и дочь Синанефт. Я надеюсь, они не дадут тебе погибнуть, возьмут к себе. Перезимуешь у них в теплом доме, но берегись того, кто одет в яркую рыжую шубку. Запомни, верить ему нельзя. Наутро в третий раз поднялись гуси. Гусенок долго терпел, не плакал, но не выдержал и опять заплакал и запел. Улетела моя семья в теплые солнечные края, а я остался. Меня скует северный холод, тяжелый лед. Далеко была стая. До матери эти слова едва-едва долетели. Она сказала: Холодно нашему сыну. Но гуси больше не вернулись. Прибежала к озеру лиса, увидела гусенка и говорит: Кто это так громко
тихо плачет. Оставили гусенка одного. Иди ко мне, будешь моим сыночком, будем жить вместе. Но гусенок помнил, что сказала мать. Рыжей шубке верить нельзя. И он сказал: Нет, я к тебе не пойду. почему не пойдешь? Я тебе не верю. Глупый гусенок, у меня в теплом доме тебе будет так хорошо. Я припасла много вкусной еды. Это неправда. Ты хочешь меня съесть. Ах, вот ты как! Ну не уйдешь, я тебя все равно съем. Как ты до меня доберешься? Я ведь плаваю в воде. Скоро озеро замерзнет, вот я до тебя и доберусь. Лиса ушла. Гусенок думает: Скоро вода замерзнет, и лиса меня съест. и тут к озеру пришел ворон Эмимкут, сын ворона Кутха, бессмертного Кутха. Он закричал: Гусенок, почему ты здесь один? Ты ведь замерзнешь. Иди ко мне жить, будешь моим сыном. Гусенок подплыл к берегу, и Мемкут отнес его домой. Добрый ворон Эмимкут и его сестра Синанефть накормили и отогрели гостя. Всю зиму бескрылый гусенок прожил у них в теплом доме. Близилась весна. Скоро должны были вернуться гусиные стаи. Стали вороны думать, как бы сделать гусенку крылья. Синанефть, сестра Эмимкута, была большой искусницей, большой рукодельницей. Она смастерила крылья из веток и травы. Гусенок попробовал на них полетать. Ну, как? Спросила Синанефть. Хорошие крылья, на них можно летать, но только не высоко и недалеко. Нужны крылья побольше. Синанефть сделала крылья побольше. Уже и весна пришла. Начали птицы возвращаться в родные края. Синанефть говорит: Теперь лети, встречай свою стаю, встречай родителей. полетел гусенок навстречу птичьим стаям. Вот летят гуси. Где гусь Кисунтальхан? Где его стая? Спрашивает он. Они летят за нами следом, завтра будут здесь. Обрадовался гусенок, вернулся домой и рассказал обо всем ворону Эмимкуту и его сестре Синанефть. На завтра Синанефть подняла его до света. Лети встречать свою стаю. Гусенок на больших крыльях быстро полетел, высоко полетел. И вот навстречу родная стая. Гусенок увидел родителей, так обрадовался, а они его сначала и не узнали. Потом спросили: Кто тебя приютил? Где ты перезимовал? Меня приютили вороны Эмимкут и Синанефть. Я всю зиму прожил у них в теплом доме, ел их еду. Искусница Синанефть сделала мне крылья. Гусь Кисунтальхан и гусыня прилетели в дом к Эмимкуту. Они принесли угощение и сказали: Спасибо вам, Эмимкут и Синанефть. Вы спасли нашего сына. Мы хотим отдать его вам в работники. Пусть он живет с вами. сказал ворон. Нам ничего не надо. Мы рады, что он жив. Гуси поклонились воронам, взяли сына и улетели. Рад был гусенок, что встретил родителей, что снова живет в своей стае, что может летать. Хорошо гуси летом жили, тепло было, много было корму. За лето у гусенка выросли настоящие крылья, большие крылья. А когда пришла осень, он вместе со всеми гусями улетел на юг.